Откуда могут управляться эти дроны? Этих дронов было несколько, и мы видим на некоторых фотографиях, в нескольких телеграм-каналах, что одновременно летели несколько дронов, соответственно, им управляли несколько человек. И вот где они были? Первое, они могут быть в непосредственной близости. Второе, технически, если они использовали систему ретрансляторов, это опять же недорогая система. Они могли находиться за десятки километров этого места, заблаговременно разместив эти ретрансляторы. И третье, они могли находиться на территории любой страны, в том числе и Украины. Какие они могли использовать каналы для того, чтобы управлять этими дронами? Ну, первое, какую гипотезу я могу предположить, это то, что использует систему Starlink. Да, система Starlink не работает на территории Российской Федерации, но ведь тот, кто управляет системой Starlink, он может разрешить определенному набору абонентских терминалов быть включенными и работать на территории Российской Федерации вне ограничений. Ну и, соответственно, как еще одна из гипотез, это использование мобильного интернета для передачи данных. В этом же сценарии эти специалисты-операторы, террористы могли находиться также где угодно. И на территории Украины, и на территории Великобритании, и на территории США, Европы, где угодно. Поэтому мы говорим, что техническая реализация для такой атаки – это ничего сложного.